Здравствуйте, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем нашу очень важную тему «Как быть счастливым?». И мы говорим, что же мешает нам быть счастливыми. На последней встрече я говорила вам о том, что ученые пришли к выводу, что не только наша земная жизнь после рождения вызывает у нас травмы, как мы говорим, травмы детства, которые мы потом несем всю жизнь, но даже и внутриутробная жизнь, 9 месяцев, закладывает всю программу на последующую жизнь. А вот ко мне приходят, когда люди на тренинги, приходят даже врачи, и даже врачи-психиатры. Они очень удивляются, когда сами, познавая себя, действительно утверждаются в том, что травмы именно внутриутробной жизни продолжают ими манипулировать всю жизнь. Сегодня я хотела бы вас познакомить еще с одной теорией. А для чего надо все эти теории знать? А для того, чтобы стать психологизированным человеком, то есть научно подготовленным в познании себя. И я хочу вас познакомить с теорией Зигмунда Фройда. У нас в стране почему-то принято его называть Фрейдом, хотя правильно фамилия его звучит Фройд. Так вот, Зигмунд Фройд тоже говорит о том, что в раннем возрасте у нас закладываются травмы детства, так называемые, которые тоже нами манипулируют всю жизнь. И именно описал их по времени, что называется, закладки. Первый период от рождения и до где-то 1,5 лет он называет периодом орального эротизма. Сразу хочу вам немножко пояснить термин эротизм. Вот Зигмунда Фройда обвиняют в том, что он зациклен на сексуальности и что якобы он считает, что все проблемы именно идут от неудовлетворенной сексуальности. На самом деле это неправильно. То есть при переводе теряется часто вот этот глубокий, как мы говорим, семантический смысл, и все упрощается, немножко делается примитивным. На самом деле эротизм – это способность переживать сильное телесное удовольствие, которое стимулирует желание жить. Так вот, оказывается, по Фройду, период от рождения до 1,5 лет – это период орального эротизма. Другими словами, это очень похоже на первую матрицу по Станиславу Грофу, когда он назвал ее аутоэротизмом, то есть способностью получать удовольствие всем телом. И особое удовольствие у ребенка – это сосание. Рефлекс сосания – это врожденный рефлекс. Ребенок рождается уже с ним, и, слава богу, как говорится, выживает. И вот очень важно, чтобы этот период действительно был полноценным. От чего это зависит? От того, что как мама вскармливает ребенка. Доступна ли грудь ребенку в любой момент? Сосет ли он ее тогда, когда он хочет, а не когда мама хочет или может, да? У нас есть режим, и я, как врач-педиатр по базовому образованию, могу сказать, что режим – это очень важная штука. Но, тем не менее, мы сами знаем, что иногда бывает у нас аппетит, а иногда у нас его не бывает. У грудного ребенка то же самое. И поэтому не нужно мучить ребенка, если он хочет есть, надо обязательно его кормить. И, конечно, желательно, чтобы грудь ребенка была доступна всегда. Почему? Потому что уже где-то с месяца 4 и старше ребенок не просто сосет грудь, а он, получая удовольствие, играет с грудью матери. И для него грудь – это психотерапия своего рода. Мы же знаем, что соска, допустим, ребенок сосет, хотя он не питается в этот момент, но он успокаивается, потому что для него очень важно удовлетворение, еще раз я говорю, удовлетворение, получение удовольствия.
И что же будет, если ребенок вскармливался не так идеально, как я перед этим рассказывала? Ну вот ученица Зигмунда Фройда, Мелани Клейн, написала небольшую книгу «Зависть, ну, мелочность и мстительность». И она связывает, что вот такие нехорошие качества в нашем характере, они вот как раз связаны именно из-за травмы этого периода. То есть, когда ребенку была недоступна грудь матери. А на самом деле, я как врач-психотерапевт уже вам могу сказать, что грудь матери должна быть доступна для ребенка любого возраста до тех пор, пока мать жива. Не зря у нас есть даже такие выражения «припасть к груди» или «приложиться к груди». То есть получить психотерапию от матери в первую очередь. Ну, а потом мы падаем на грудь, что называется, своим близким или своим друзьям, подругам, потому что это закрепляется у нас с раннего возраста. А если ребенок не удовлетворил оральный эротизм, что же будет? Оказывается, ну я просто вот хочу здесь выражение Зигмунда Фройда привести, который сказал, что нет свободных людей на свете. Есть марионетки в руках травм собственного раннего детства. То есть мы не замечаем, как мы пытаемся отработать, отреагировать эти травмы. И как же вот выливается отработка именно этого периода. А оказывается, постоянное желание раздражать губы, раздражать рот. Что мы при этом делаем? Мы курим, да, то есть вот это вот сосание сигареты, это продолжение сосания груди матери или соски. Мы раздражаем рот чем-то таким крепким, необычным. То есть это спиртные крепкие напитки, это может быть очень острая пища. Человеку даже противопоказано, а он говорит, а я не могу отказаться. Мне вот обязательно надо, чтобы было очень остро. Или навязчиво люди кусают губы, или жуют жвачку. В общем, все время пытаются раздражать губы и рот. Ну, сами подумайте, полезно это или не полезно. А человек просто не понимает, что у него травма, которую он пытается отработать. Следующий период, где-то до 3 лет, это так называемый по Фройду анальный период эротизма. Что это такое? Как бы задний проход начинает быть самым приятным при раздражении, но мы знаем, что при дефекации. И что же мы видим, как мы наблюдаем за ребенком? А ребенок начинает засиживаться на горшке. Ну, нам это очень не нравится, конечно. Мы же все культурные люди, и мы считаем, что такие интимные вещи, они должны быть, во-первых, где-то засекречены, да, в туалетной комнате. А ребенок вдруг у нас приезжает на горшке и, что называется, садится в центре общества. И ему кажется, что это нормально, приемлемо и очень даже хорошо. Родители начинают ребенка ругать, наказывать за это. Ну, а даже в более раннем возрасте ребенок интересуется своим калом и может даже его трогать. Ну, это, естественно, родители никак допустить не могут, начинают его ругать, запрещать и так далее. Ну и вот как ученые, психологи и психотерапевты утверждают, что неудовлетворенный вот этот вот анальный, так сказать, эротизм, он выражается в том, что развивается склонность к запорам. А мы знаем, что у нас в стране и во всем мире на 2-м месте из раков это именно рак толстого кишечника, связанный с запорами. И одна из теорий запоров – это именно связано вот с этой травматизацией. То есть тогда, когда ребенка наказывали и ругали за то, что он долго оправлялся, долго сидел на горшке, за то, что выезжал в коллектив на горшке, играл с горшком и так далее. Такие люди тоже становятся жадными. Ну, я просто повторяю то, что утверждают психоаналитики. 3-й период очень интересный.
называется фаллический или сексуальный, когда уже именно наивысшее эротическое удовольствие смещается к половым органам. Ну, это после 3 лет где-то, там, до 5. И обычно дети впервые влюбляются в человека противоположного пола, и всегда это родитель. То есть девочка влюбляется в папу, а мальчик влюбляется в маму. И вот я имею 2 детей, у меня и дочка, и сын. Я пережила этот период и очень хорошо помню, как дочь мне заявила: «Знаешь, мама, готовься, когда я вырасту, я выйду замуж за папу». Потом где-то она через какое-то время мне сказала: «Ну ладно, папу я тебе оставлю, я себе тоже усатого найду». Ну, вы уже можете понять, что мой муж носил усы. Ну, а сын вообще, так сказать, очень интересные, так сказать, выводы сделал. Он приходит и говорит: так, когда я вырасту, значит, пусть сестра у нас съезжает из квартиры. Папа будет у нас жить в зале, у нас тогда была 2-комнатная квартира. А мы с тобой и с Надей, там, с девочкой из детского сада, будем жить в спальне. То есть абсолютно, ну, все по Зигмунду Фройду, что называется, психоанализ отменить невозможно. Ну, надо к этому относиться, не издеваться над ребенком, не высмеивать его, относиться к этому абсолютно серьезно, потому что так и должно быть. Но что происходит в семьях? У нас, если девочка влюбляется в папу, и она начинает ему оказывать больше внимания, там, любви, больше с ним старается проводить времени, мама начинает ревновать. И вы знаете, это просто до смешного. И она начинает почему-то с ней, с дочерью, конкурировать за своего мужа. В результате нарушаются внутрисемейные взаимоотношения и взаимоотношения между ребенком и родителем. Я думаю, что полезная информация сегодняшняя, и я надеюсь, что на следующий эфир вы придете к нам с большим удовольствием, и мы с вами продолжим эту историю дальше. До свидания, до встречи.